Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Я знаю, что в эти дни многие пишут, звонят, переживают, спрашивают о моем состоянии. Сегодня 12 сентября, и я нахожусь у себя дома, и, альхамдулилля, чувствую себя намного лучше. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня и переживал. В первую очередь хочу поблагодарить Тумсу Абдурахманова, который с первых дней моей голодовки начал об этом говорить, начал призывать людей, каждый день освещал эту тему, вел эту информационную работу. Затем на следующий день, 7 сентября, приехал брат татарин Ильнур Аминов из другого города, отпросившись со своей работы, он приехал туда к посольству и сказал мне: Мансур, пока ты здесь находишься, сколько ты будешь здесь находиться, вот столько я буду находиться рядом с тобой и буду помогать всем, чем могу. Затем приехал брат Абдулла, он из Таджикистана, и он и Ильнур, оба они находились, можно сказать, с первых дней и до конца, все эти дни находились рядом со мной и вели себя по отношению ко мне так, как ведут младшие братья по отношению к родному старшему брату, во всем помогая и поддерживая меня. Потом начали приходить также другие братья, я многих из них не знаю, это с разных стран братья, узбеки, таджики, казахи, татары, арабы были. Разные люди, конечно же, соотечественники тоже, как только узнали, начали приходить тоже. Я хочу отметить один момент, когда на 5-й день, перед тем, как меня забрали в больницу, ко мне подошел один человек, пожал мне руку и сказал: Мансур, я сам армянин, но сегодня я пришел поддержать тебя и твой народ. И эти слова меня очень впечатлили, они очень поддержали меня. Я очень благодарен этому человеку, я не знаю, как его зовут. Также в эти дни, я знаю, многие звонили с разных стран, братья очень переживали, разные люди писали, спрашивали, очень поддерживали. И пусть Аллах возместит всем тем, кто переживал, всем людям, которые делали дуа, молились, переживали, следили, поддерживали Ахмеда Алтамирова. Пусть Аллах возместит вам благом, барак Аллаху фикум. А еще мне хотелось бы попросить у всех братьев и сестер, которым пришлось переживать по моей причине. Мне жаль, что я стал причиной ваших переживаний. Простите меня ради Аллаха. Но этот шаг, он был как крайний шаг, то есть, когда уже никаких других выходов мы не видели и решили использовать все, что возможно, попытались сделать все, что мы можем. И, конечно, ситуация с Ахмедом Алтамировым очень сложная, и никакая голодовка не сравнится с тем, что с ним случится, если его передадут российским властям, не дай Аллах. Я сам находился в российских тюрьмах, я находился в плену у кадыровских отморозков, и не понаслышке знаю, что там творится, и прекрасно знаю, какие жестокости, какие мучения приходится испытывать в российских тюрьмах, лагерях, особенно чеченцам, кавказцам, мусульманам, политзаключенным. Ахмед Алтамиров рискует быть экстрадированным в Россию в любое время. Но мы не отчаиваемся, не сдаемся. Мы продолжаем борьбу и сделаем, иншаллах, все возможное, чтобы не допустить эту экстрадицию и чтобы спасти Ахмеда. И как раз мы планируем сделать еще одну причину, о которой мы вам вскоре расскажем, иншаллах. И снова барак Аллаху фикум всем. Ва ахиру да'вана альхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.